В Ингушетии было всего лишь 4 шахара: Цорвай, Галгай, Джейрхвай и Веппи. Но не было Орствай шахара никогда. Это, как говорится, информация для тех, кто не в курсе. Ишт Хамашду. В исторических трудах и архивных материалах XVIII и XIX веков представители Арстхоевского шахара обозначались как карабулаки. Далее будут приведены фрагменты из первоисточников, в которых указано происхождение Арстхой. В труде под названием «Военно-статистическое обозрение Российской империи», изданном в 1851 году, на странице 137 приведен такой перечень ингушских обществ шахаров. К племени ингушей принадлежат назрановцы, джараховцы, карабулаки, царинцы. Ближние кистины, галгай, галаашевцы, дальние кистины. Помимо основных ингушских обществ, тут также перечисляются Орстхай, Мялхи и некоторая часть акинцев. 8-й выпуск сборника сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1875 год. Ингуши разделяются на следующие общества: Кистинское, Джараховское, Назрановское, Карабулакское, Галгаевское, Галаашевское и Царинское. К числу позднейших обществ принадлежит еще Карабулакское, населявшее северо-западный угол ингушской территории. Оно составилось, как и Назрановское, из переселенцев горских обществ. Петр Симон Паллас, немецкий ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник на русской службе. В своем труде под названием «Заметки о путешествии в южные наместничества российского государства» с 1793 по 1794 годах он отмечает, что карабулаки, соседствующие с ингушами, происходят именно от них. Сборник исторических, бытовых и географически-статистических сведений о терском казачьем войске. Издано во Владикавказе в 1888 году. Приведем следующее утверждение из этой книги. В окрестностях того места, где извилистая и быстрая Сунжа делает последний решительный поворот с юга на восток, а также неподалеку от среднего течения Асы, главного притока Сунжи и левого берега соседней с ней Фортанге, в труднодоступных местностях среди восточных отрогов главного хребта, живут два беспокойных и воинственных общества ингушовского племени – Карабулакское и Галашовское. Обратимся к научной публикации под названием «Кавказ». Его горские жители в нынешнем положении, изданной в Москве в 1846 году. На странице 121 этой книги указывается, что кисты, ингуши и карабулаки говорят все одним языком. Таким образом, как тут отмечается, языковой фактор был единым и объединяющим между ингушами и арстхойцами.